эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас гость из столичных дошкольных образовательных учреждений Марьям Ибрагимова, педагог-психолог, и Нурседа Ибрагимова, воспитатель. Марьям, в рамках такого небольшого знакомства поделитесь с нами задачами психолога-педагога в дошкольном учреждении. Осуществляя свою профессиональную деятельность на развитие психического и социального благоприятия воспитанников в процессе воспитания и обучения, провожу коррекционно-развивающие работы, индивидуальные работы, психодиагностику, работаю с детьми ОВЗ. Хорошо. Нурседа, что, по вашему мнению, является самым важным в воспитании детей в дошкольном возрасте? Самым важным в воспитании детей дошкольного возраста является любовь к детям. Если детей не любить, эту работу невозможно делать, потому что забота о детях – это все. Дети – это наше будущее, это наше завтра. Хороший ответ, кстати говоря. Спасибо. Если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. 50 на 50, право на ошибку. И первый вопрос звучит так. Что должна сделать невестка у родника? Набрать в кувшин воды, бросить монету, стрелять по лепешке, поймать рыбу? Конечно, вопрос Набрать в кувшин воды. Ответ А. На следующее утро после свадьбы невестка идет за водой в сопровождении новых родственников и, дойдя до реки, бросает в воду лепешку. Молодые люди стреляют и убивают водяного. После этого невестка набирает кувшин воду, и вся процессия возвращается домой. Абсолютно верный ответ. Этот обряд имеет древние корни. Невестка каждый день должна ходить за водой, где может подстерегать водяное. И чтобы обезопасить невестку, и совершается этот ритуал. Второй вопрос. Сколько братьев имел Алхаст в сказке «Алхаст и Малхазни»? 5, 6, 7, 8. Насколько я помню, Алхаст это был старший брат, и их было 7. Тогда ответ Б 6. Сказка начинается так. Цитата. «У одного старика было 7 сыновей». Абсолютно верный ответ. Среди аульчан старик всегда был молчаливый и задумчив, и обычно он сидел со своими сверстниками-стариками, вхватив голову руками, и как-то старший спросил его, почему он такой грустный. И вот он сказал, что печалится, потому что его сыновья не женаты, вот он хотел их женить. Третий вопрос. Согласно одной из легенд, от чего произошел герой нарского эпоса чеченцев, Сеска Солсе? Камня, огня, воды, воздуха. Так, версий рождения Сеска Солса несколько, но раз здесь других вариантов нету, в одной из версий говорится, что Сеска Солса был рожден из камня. Ответ А – камень. Сеска Солса, герой нарского эпоса у чеченцев, являлся предводителем племени нарт-арцхойцев. Есть 3 легенды его происхождения, одна из которых гласит, что он произошел из камня. Четвертый вопрос. Как зовут одну из героинь, которая играла на медной чаре и пела песни, вдохновлявшие защитников дади-юрта? Амаран Заза, Таймасха Гихинская, Аза Агнаева, Марьям Исаева. Которая там с минаретом была? Амаран Заза. Когда напали на это село, дади-юрт, Дадин, Айбека и Амаран Заза, эти все девушки, помимо них и там еще были, они вышли все на площадь перед мечетью и вдохновляли своих защитников песнями. И вот эта Амаран Заза, она умерла под обломками этого минарета мечети. Амаран Заза, ответ А. Марьям, вы согласны с ответом? Селение Дади-Юрт, это расположено на правом берегу Терека, славилось своими трудолюбивыми жителями и красотой девушек. Однако в 1819 году аул подвергся нападению царских войск под командованием Ермолова, который приказал окружить и уничтожить это мирное селение. И 15 сентября 19 года аул был окружен царскими войсками. Женщины, такие как Дадин Айбика и Амаран Заза, вдохновляли защитников. Абсолютно верный ответ. Память о героизме девушек Дади-Юрта увековечена. Каждое 3 воскресенье сентября отмечается День чеченской женщины, посвященный их подвигу и жертве.
5 вопрос. Чеченец, депутат первого и второго созывов Государственной Думы Российской империи Халид Ашаев, Асланбек Шарипов, Таштимир Эльдарханов, Арсу Чермоев. Таштамир Эльдарханов, он и первого, и второго созыва был. Он был первым депутатом Чеченской Республики, ну, чеченцем, который стал депутатом Российской Федерации. Это в 1906 году, первый раз. И он был И в 90 первым, который Ой, издал... в 1906 году, я ошиблась. 1906 И второй году. раз в 1907 году. Так, у них там получается, через год уже второй созыв был. Да. В 97-м уже новый универ, но распался он в 906-м. Угу. И сразу уже... В чем проблема, не знаете, там была? Этот первый созыв, он был разогнан. И потом уже создали второй, и он стал депутатом второго созыва. Давайте проверим. Таштимир Эльдарханов, чеченский революционер, просветитель, писатель, общественный деятель, политический, государственный деятель, депутат первой и второй Государственной Думы Российской империи. Абсолютно верный ответ. 6 вопрос. Чеченская автономная область образована в 1918, 22, 24, 28. Даже представления нет вообще. Автономная область. 1922, по-моему. Давай 22-й. Если мне не изменяет память, ответ Б. 1922. Проверим. Чеченская автономная область была действительно образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горская ССР. Центром области был назначен город Грозный, который не входил в состав области до 1929 года. 7 вопрос. Какой из этих писателей получил медицинское образование? Арби Мамакаев, Саид Бадуев, Абузар Айдамиров, Магомед Сулаев. Ну, я не помню, чтобы Абузар Айдамиров... Они все писатели. Кто получил медицинское образование, давай право на ошибку возьмем и... Кажется, Сулаев. Ну хорошо, пусть будет Б. Магомед Сулаев. А потом, если неправильно. Ничего уже изменить нельзя. Мы заранее берем... Да. Не знаю, все. Да? Право на ошибку. Видите? Право Да. на ошибку и ответ Д. Это верный ответ, и ваша подсказка, конечно, сгорает. А можно прыгать? Писатель, поэт и врач Магомед Сулаев, он в 1943 году создал первое крупное произведение поэмы «Солнце победит». Был хирургом в республиканской больнице, главным врачом республиканского дома санитарного просвещения, сочетая врачебную практику с литературной деятельностью. Издал десятки сборников поэзии, прозы, критики. 8 вопрос. Первый командир Чеченской Красной Армии Асланбек Шарипов, Чах Ахриев, Николай Гекало, Халид Ашаев. Шарипов, Халид наверное. Ашаев. Нет. Николай. Асланбек Шарипов. Шарипов. Давай выберем. Ответ Да. Асланбек Шарипов. Чисто на интуиции. Да. Чеченская Красная Армия была создана в августе 1918 года, участвовала в боях гражданской войны. Организаторами армии были Асланбек Шарипов и Таштимир Эльдарханов. Военное руководство осуществлял Асланбек Шарипов. Абсолютно верный ответ. В армию были включены жители сел, поддержавшие новую власть. А центром формирования воинских формирований стал Гойтинский народный совет. 9 вопрос. Какое животное обитает на территории нашей республики? Муфлон, носорог, писец, большеухая лисица. Носорогов же у нас нет. Не может быть. У нас в лесу не было. У нас в На лесу много территории, животных. на территории. Тогда может быть. Обитает. Ну, может быть, в заповедниках или в зоопарках имеется в виду. В Грозном зоопарке нет, дальше не знаю. Вот муфлон. А это что? Я вообще не знаю, что это такое. Это, скорее всего, птица какая-то. Нет, конечно. Там Нет? же написано животное. Но даже это название я в своей жизни не слышала. Вот, может, у какой-то лисы
Уши больше, Так там побольше муфлон. волос. Может быть, в принципе, есть какое-то другое название муфлона? Скорее всего, это и есть муфлон. Потому что больше уха лисицы у нас нету, носорога нету. Писец тоже. Ответ А, муфлон. Это окончательный ответ. Мгм. За годы военных кампаний природе региона причинен огромный ущерб, и сейчас его пытаются Муфлон. компенсировать, восстанавливая фауну высокогорья. Хорошо. И так возле селения Бинове выпустили более 100 особей горных баранов, муфлонов, которых до этого 3 месяца выращивали в вольерах в 2020 году. Как вы думаете, 10-й вопрос, какой он будет? Не знаю, гадать не будем. Про традиции, может быть? Давайте Или посмотрим. про обычаи? 10-й вопрос звучит так. Кто сыграл роль Ахмеда в фильме «Горская новелла»? Муталиб Давлетмирзаев, Дагун Амаев, Муслим Тулаев, Альви Иниев. Почему-то я думала, Дагун Амаев, но Нурседа Давай что-то воспользуемся сомневается. подсказкой, чем сидеть, гадать. Мгм. Так, 50 на 50. Мгм. И у вас остается Б и Д. Дагун Амаев, это же композитор, Нет, это актер. актер? Да. В честь него даже есть дом торжеств имени Дагуна Амаева в центре. Давай пусть будет Д. Давай. Если бы Альвиди мы Маев. точно знали, мы бы подсказку не брали. Ответ Д. Ответ Д. Правильно. Горская новелла, созданная в 1979 году, она повествует о жизни высокогорного аула в Чечено-Ингушетии. А героиня фильма — молодая учительница Светлана Смирнова, приехавшая работать в местную школу. Роль Ахмеда сыграл талантливый наш актер Альвиди Ниев. Абсолютно верный ответ. Мариам Нурседа, я вас поздравляю, вы абсолютные победители. Небольшие подарки от нашей телекомпании. Нам очень понравилось все. Спасибо вам за такие викторины. Спасибо за то, что пригласили. Надеюсь, это не последний раз. Спасибо за игру, было очень интересно, познавательно, за то, что пригласили. Огромное вам спасибо, что это было. Мариам Нурседа, я признателен, что вы приняли приглашение и пришли. Гор, что вы выиграли. Белая Хилчин дала тебя Бертюре. Берез Хамасан. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудиция», но была Амзана Буева, Адикея Маршаева.